Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Мы продолжаем турне по югу Казахстана. В первом выпуске мы рассказали о поселке Каскабулак. Во втором выпуске мы рассказали о поселке Арыстанды. Сегодня третий выпуск, и мы продолжаем. Мы находимся в поселке Акжар, близ города Туркестан. От Ассоциации курдов Казахстана привезли сюда учебники по изучению курдского языка. Мы их передаем библиотекарше по совместительству преподавателю истории. Расскажите о себе, пожалуйста. Здравствуйте. Я Исмаилова Сайран Надировна. Живу, работаю в Акжаре уже 5 лет. Закончила университет имени Мухтара Ауэзова, государственный университет. Работаю здесь в Акжаре, Нижнебуралдай школа. История Казахстана преподаю, по совместительству еще и библиотекарша. Но мы очень рады, что к вам приехали. Передаем вам вот эти знания в ваши руки, вам аманат. Спасибо огромное. Теперь вы передавайте знания нашим детишкам. Обязательно. В маленькой сельской школе раньше преподавали курдский язык, но сейчас за меньшим количеством учеников уроки курдского языка пришлось закрыть. Мы привезли новые учебники и будем надеяться, что уроки возобновятся. Друзья, мы находимся в поселке Акжар. Это примерно 800 километров от города Алматы. Мы у старейшины в этом поселке, у дедушки Бадыра. Дедушка Бадыр у нас ветеран, имеет очень много медалей. Мы как воспитаны так, что должны уважать старших. И поэтому мы пришли к дедушке Бадыру. Он сейчас нам расскажет о своей жизни, о своих детях, о своих внуках, как он достиг все эти награды. Он у нас на вес золота. Дедушка Бадыр, сколько вам лет? 87. 87. Вы репрессированы оттуда, с Кавказа, да, получается? Да. Сколько вам репрессирован. лет было тогда? Ну, помню, какой, просто репрессировали и все. И всё, да? Каратау. Пришли потом в Сарсука. Разные места ходили, ушли. Когда вы приехали, вы тут языка их не понимали, да, местный язык? Не понимали, не знали. Совсем не знали. Потом как вы устроились на работу, как вы достигли эти награды? Расскажите, пожалуйста. Ну, отец работал с отцом, ходил, все, научился. А потом сам своей семьей, своими детьми работал. За труда мне давали, уважали. Спасибо, труд учитывали. Здесь тоже наш труд учитывали хорошо. Вы наша гордость, вы у нас на вес золота, имея столько наград. Это очень хорошо, это очень рады. Мы очень рады, что к вам приехали, очень рады, что вас увидели. Вот. Вы здесь как? Огородом занимаетесь, у вас дети как? Или животноводством? Огороды, животноводом, скот держим, баран, коров держим. Кисломолочные продукты делаете? Да, всё, да? продукты свое, масло, молоко, хлеб сами пекут, сноха. В этом поселке всегда рады гостям. Щедро накрывают столы и ведут интересные беседы. Каждый житель знает несколько языков. Я всему миру желаю курдам здоровья, счастья, долгих лет жизни, чтобы шли впереди, дети учились, рабочие работали на свои места. Выслушав пожелания старейшин, мы прогулялись по окрестностям поселка.